Чё вам, ну, Артес? В этом видео я хочу с вами поделиться красотой многогранной северной природы и показать несколько кадров из моей жизни в селе на каникулах. Ну а начну с благодарности. Хочу поблагодарить за материальную поддержку моего канала размером 500 рублей Нину Васильевну А. Извините, Сбербанк не пишет фамилии. Огромная вам благодарность. На эти деньги я купил себе отражатель. Светоотражателями называют тканевые диски с твердым фиксированным каркасом. Их считают полезным аксессуаром для фото, а область применения довольно очевидна. Они перенаправляют свет в нужном направлении или на нужный предмет, делая его лучше освещенным, также дополнительно создают определенный оттенок. Фу, дочитал. Сегодня 31 декабря, мы поехали в лес. В походе провожаем старый год. Планы на 2020 уже написаны. Смотрите дальше. Этот год начался с частыми снегопадами, поэтому почти каждый день я чистил снег. Снег почищен. Надеюсь, сегодня не будет осадков, потому что на день есть другие планы. Хочу взять интервью у детей войны, потому что я начал работать над новым проектом к 9 мая. С февраля, может быть, буду запускать видеоинтервью, воспоминания детей войны о войне. Сейчас пойду позавтракаю. Мой любимый деревенский завтрак – это ленивые вареники. В 400 грамм творога разбить 2 яйца, перемешать, добавить пол-десертной ложки соли, перемешать, добавить 1,5 стакана муки, перемешать. Получившуюся массу раскатать в муке в колбаску и разделить на куски. Около 15 минут варить и завтрак готов. А компот? После вкусного завтрака обязательно ездил, а иногда и ходил в лес. Так и добрался на другой берег реки Печора. Если в Москве очень мало снега, то здесь, в республике Коми, его предостаточно. Вот сколько упало уже до середины зимы. Блин, чуть камеру не уронил, морозко. До темна пожил в лесной избе и обратно поехал домой. На следующий день снег вообще начал таять. Середина зимы называется. Из села никуда не выезжал, возил воду в баню. Конечно, это все можно делать на снегоходе, воду носить, так и быстрее. Но прогулка тоже нужна. Пока фляга заполнялась, сделал пару жанровых фотографий. Вечером состоялась банька и полное расслабление. На этот раз пурга была крайне часто. Погода будто бы давала возможность потрудиться дома и разобрать портфолио с моими наградами для поступления в вуз. В следующем видео обязательно расскажу о проекте, к которому приступил еще на каникулах. Быстро же стемнело, облака улетучились. Пойду-ка пофотографирую чистое звездное небо. Но ветер не утих, вот и пришлось идти задом. По мне, фотографии получились удачными. Во время съемки перед камерой проехала лошадь с наездником, у которого был включен фонарик. И длинная выдержка запечатлела всего лишь свет фонарика. Вот и осталась такая тонкая фиолетовая полоса. Ясные дни на каникулах, конечно, были, поэтому грех жаловаться на погоду. Солнце я ловил по полной программе. На лыжах ездил в лес и еще с братом с горки катался. По лесу проехал около 2 километров. Уже так чувствуется, руки чуть-чуть подзабились. Раньше коми-охотники, мои прадеды еще, по 40 верст каждый день гоняли. У каждой семьи была своя тропа, и они по этой тропе ходили, охотились. Все им надо было добывать самим.
Испытания показали, что нужно сделать сюда трамплин. Давай! Ага. Все, теперь мой черед настал. Прыгну вот здесь. Снимай там. Не тормози! Вот такие просторы открываются в нашем селе. Ну, учами. У сосны нужно собирать такие маленькие почки. Из них потом вырастет шишка. Вот. Я их собираю полностью веткой. Ах, как колет. Так беру, ломаю и полностью веткой собираю. Потом ломаю эти маленькие почки, их завариваю. Вкусный тонизирующий напиток получается. Солнце садится. Потеплело, скорее всего, вот снег начал падать. Сейчас я выехал на дорогу Зимник. По этой дороге с моего села, оно находится там. До самого райцентра, до Ижмы. Зимой, всю зиму мы гоняем. Тут еще почищено, это хорошо. А бывает иногда заметет. Так тут по 12, даже по 24 часа водители проводят. Ну, машину застреют, да. Вытаскивает трактор, а он один. По такой дороге мы и ездим. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, участвуйте в розыгрыше. Бамби!